Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Сегодня в передаче «Якутск сегодня» ведущая я, Савина Анастасия Дмитриевна, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, общественный лектор, член регионального отделения, член общественного движения «Трезвая Якутия». И с нами сегодня в студии работают Ольга Степанова и Максим Владимиров. Тема сегодняшней передачи «Трезвая Арктика». Гости программы: Босикова Нюргуяна Егоровна, заместитель главы администрации Устьянский УЛУС. Добрый день. Также Старостин Константин, ученик 10 класса, активист детского движения депутатской школы. Добрый день, здравствуйте. И Слепцов Александр Алексеевич, педагог-организатор депутатской среднеобразовательной школы. Здравствуйте. Мало кто знает, что в Российской Федерации, в Российской империи с 1914 года, потом это продолжилось в молодой Советской Республике, до 1924 года был установлен сухой закон. Но еще меньше народу знает, что с 1889 года завоз алкоголя для продажи среди инородцев в арктических округах был строго запрещен. И вот этот запрет, он продлился до 1924 года. Считалось, что алкоголь приводит к спаиванию населения, и потом это население не может платить налоги. Нелегальный провоз спирта, предназначенный для обмена на пушнину, строго пересекался. И таким образом Арктика была трезвой 36 лет. Это очень большой срок. Это практически 2 поколения выросли в трезвости. И, Нюргуяна Егоровна, вот расскажите, пожалуйста, про ваш проект «Трезвая Арктика». Спасибо, Анастасия Дмитриевна. Наш проект «Трезвая Арктика», начался этот проект с далекого 2018 года, когда мы пригласили активистов трезвой Якутии, Елену Ивановну Шудря. И таким образом у нас прошли очень масштабные мероприятия по отрезвлению населения в каждом предприятии Устьянского района, включая бюджетные все организации и все государственные учреждения, начиная от администрации и школа, все были охвачены курсами по сознательной трезвости. Далее у нас в 2019 году силами Дома культуры, непосредственно наш режиссер Фандрих Светлана, по ее постановке мы представили нашему населению Устьянского района спектакль «Оборотень». Это на якутском языке Арыгы, это наш величайший мыслитель якутского народа Алексей Елисеевич Кулаковский создал вот такое произведение, и это произведение мы, конечно, имели смелость поставить в Устьянском районе, и это у нас получилось буквально через месяц, была установка дана, все-таки наш режиссер сделала такой проект, который запомнился нам всем, и буквально не только Устьянский район депутатский видел этот спектакль, а также к нам с делегацией приезжал президент Илдархан наш, Николаев Айсен Сергеевич, и множество с министерств руководителей, которые были тоже восторжены. Также из уст Айсена Сергеевича мы услышали, что этот спектакль можно показать в любом городе России. То есть это очень нас вдохновило.
И в последующем как бы у нас есть тоже желание, конечно, не только в нашем Улусе как бы мы показали своим, но хочется, конечно, горизонты расширить. И если будет возможность приехать в Якутск, вот, и показать тоже сделать жителям постановку, Якутска. да. И насколько я слышала, актерами выступили школьники, да, депутатской СОЖ. Да, совершенно верно. Очень хорошие, восторженные отзывы были. Да. И само произведение, оно такое пронзительное, само по себе пронзительное. Да. И в исполнении детей, старшеклассников, это, конечно, да, того стоило. Мы ждем, потому что, да, это надо посмотреть всем. По этому проекту, получается, уже 7-й год этому проекту, и мы видели, что... Мы увидели результат ведь, да, по статистике, и по снижению потребления алкоголя, и по снижению заболеваемости, связанной с алкоголизмом. И это здорово, потому что, как я понимаю и как я знаю, идет такая системная работа, да, и начиная с администрации. И идет не только вот в плане ограничений каких-то, да, а идет рядом параллельно мощная такая пропагандистская работа именно по укреплению трезвости. Да, это очень правильное направление. Да, совершенно верно, Анастасия Николаевна. Дмитриевна, так у нас получилось, что вот это вот социокультурное явление мы как бы взяли на вооружение, таким образом наши жители, наше молодое поколение, все как бы проблему пробудили. Да, пробудили. И результатом этой работы не только вот одним спектаклем, а именно вот лекциями, да, явилась за статистику, сейчас скажу, это статистика Министерства предпринимательства, ежегодно нам выдает статистику, да, снижение или увеличение потребления алкоголя. Так вот, за 2020 год у нас снижение потребления алкоголя снизилось на 10%. Это... По-моему, это был единственный арктический улус с таким хорошим результатом. Это результат. Да, вот молодцы. Да, это результат. Так, и сама я, конечно, тоже про Арктику знаю не понаслышке, это для меня не просто слово. Я сама представитель значит, северных районов, Авено-Бутантайского, Верхоянского, Усьянского вашего района и Алаиховского. И сама выросла тоже вот в этих условиях, проживает там моя родня, и, конечно, все проблемы мне тоже знакомы. Вот, Александр Алексеевич, вот как вы видите, да, сценарий развития Арктики в первом случае, если темпы употребления алкоголя останутся на том же уровне, и второй сценарий, если сокращение употребления алкоголя упадет практически до нуля. Я думаю, что это будут, наверное, два разных сценария, да, как вы это видите? Так, спасибо, Анастасия Дмитриевна. Как вы сказали, в первом варианте, если потребление алкоголя останется прежним, то усилится демографический кризис, вымирание коренных народов, так, увеличится рост преступности, социальной апатии, алкогольный, да, потому что это уже доказано, что большую долю преступлений совершают в алкогольном опьянении, да. Конечно. И экономика останется зависимой от вахтовых работников, что подорвет устойчивость местных сообществ. Если алкоголь сократится до нуля, да, то рост продолжительности жизни увеличится, снижение травматизма, укрепление семейных и общинных связей, экономический подъем за счет повышения производительности труда и развития этнотуризма.
Да, можно развить. То есть трезвый человек, он уже будет думать, как ему развиваться дальше. Созидать. Да. Он начнет созидать не только вот внутри семьи, да, но и вокруг своей среды, да. Естественно, да, он будет думать, как зарабатывать и при этом приносить пользу обществу и социуму. Совершенно верно. Вот спросим у молодежи, Константин, вот как сделать Арктику комфортной для жизни, для проживания, чтобы хотелось людям возвращаться, допустим, населению, молодежи возвращаться на свою родину малую, чтобы те, кто приехали, захотели там остаться, навсегда жить. Спасибо за вопрос. Но я думаю, что это, конечно же, строгий контроль алкоголя, потому что чем ниже потребление алкоголя, тем, соответственно, будет меньше преступности. Тем безопаснее, да? Да, и, конечно же, туристам захочется больше побывать в нашем районе, потому что там будет много достопримечательностей. Также очень бы хотелось увидеть больше туризма, особенно по Якутии, потому что туризма по Якутии довольно сейчас мало. И также спутниковый интернет для отдаленных населенных пунктов, потому что я как житель поселка Депутатский, знаю, каково это, там интернета практически нету. Могу прервать, разрешите прерву. Я как педагог скажу то, что все знают то, что все образовательные организации перешли на электронный журнал, электронные дневники. У нас с заполнением очень трудно сейчас получается. Да. Из-за того, что интернет у нас слабый. У нас связь как бы с большой землей, да, вот она не такая хорошая. Также я думаю, что это, конечно же, увеличение уровня образования, конечно же, то есть люди будут более образованными, конечно же, и также я думаю, что питание, продвижение национального якутской культуры по типу оленины, рыбы, ягод. Да. И сейчас ученые ведь доказали, что именно вот северное сырье, именно арктическое сырье, как растительное, так и аборигенных животных, оно намного питательнее и полезнее. Прямо 2,5 раза. Больше там биологически активных веществ, витаминов, минералов. И поэтому верно, вот эта продукция должна быть в рационе местного населения обязательно. Ну, про этнотуризм здесь очень тоже хорошо. Вот у меня есть мечта съездить на родину бабушки, матери, в Казачье и побывать вот на берегу моря Лаптевых, Куастах. Они там жили, проживали. И мне вот вспомнилась картинка, где местное население в июле месяце поехали купаться на море Лаптевых. Да, было такое. Есть такой драйв, да? Молодцы, это такой позитив. Я, допустим, детство проводила в Казачье. И тоже я помню только вот это полчища комаров. Но помню, конечно, и Марушку, как мы ее собирали. Помню, как мы ездили до Нижнеянска. Ну, в общем, да, есть очень много всего интересного в Арктике. Да, вот я хотела отметить, что купаться ездили население села Юкагир. Это такое, труднодоступное тоже поселок, но ближе, тем не менее, к морю. Да, ближе к морю. Ну, скажем так, южный берег моря Лаптевых, да, там тоже совершенно как бы люди обязательно там живущие купаются, и это традиционно, ежегодно, то есть это традиция, да? Да, это традиция есть такая. Очень хорошая традиция искупаться в море. Ну как же жить в море и не искупаться? Да, вот очень интересно. Вот, Нургена Егоровна, вот скажите, как нужно сотрудничать с промышленными компаниями? Потому что мы сейчас понимаем в настоящем, что Арктика в основном понимается как хорошая ресурсная база, да, для нашей страны. Для того, чтобы они работали без вреда для экологии, чтобы они работали с пользой для населения и в том числе в продвижении трезвости.
Вот как вы эту работу видите взаимной? Для начала все организации, скажем, недропользователи, которые у нас, и промышленные компании, которые у нас работают в Устьянском районе, с нами имеют соглашение о сотрудничестве по развитию, социально-экономическому развитию нашего района. И согласно этим соглашениям, хочется работа ведется на многих предприятиях, я озвучу сейчас предприятия, которые у нас работают, это ООО «Янзолото», ООО «АДК», у нас промышленное предприятие, это ЛОРП у нас имеет, далее у нас Бургуат, ООО «Бургуат», и «Дороги Арктики». Вот эти основные, крупные мероприятия, которые имеют с нами соглашение. Я бы хотела добавить, что обязательно внедрение зеленых технологий, то есть переработка, это имеется в виду переработка отходов. Потом контракты с условием трезвых трудовых коллективов, то есть, если, скажем так, это сухие вахтовые поселки. На самом деле, сейчас, я еще забыла отметить Росатом. Это тоже крупнейшая организация, которая у нас российская, работает, расположены их вахтовые города, временные, для строительства последующего. Я бы там заметила, что там сотрудники очень следят за образом жизни, то есть, видимо, там отбор какой, что там даже на территории абсолютно никакого курения, об алкоголе даже речи не идет, поэтому я это сама была поражена тем, что это все очень четко соблюдается. Это в Росатоме. Далее. Финансирование программ и проектов, направленных на сохранение трезвости детей и молодежи, по сохранению языков и ремесел коренных народов. Но здесь, конечно, обязательно, что нужно наши традиции, нашу культуру сохранять, потому что у нас проживают эвены, юкагиры, северные якуты, саха, В общем, нам необходимо все это сохранять языки и уже научиться тем, которые на паспорте имеют эвены, уже научиться разговаривать на своем родном языке. Возродить. Да, возродить. Далее, партнерство в создании инфраструктуры. То есть это создавать спортивные объекты. Сейчас это очень востребовано, а со здоровым образом жизни это идет прямо рука об руку, приветствуется. IT-центры, центры досуга. То есть нашей молодежи действительно не хватает центров досуга. У нас в каждом поселке имеются дома культуры, но 100% они, конечно, это очень хорошие, концерты проводятся, но для молодежи обязательны центры досуговые. Это свои, тоже, чтобы чтобы отдыхали здесь. У нас север получается, холод. Зимой не погулять. Действительно хорошее помещение, такое красивое, притягательное, Да, также пользуясь партнерством с этими, с промышленными организациями, необходимы передвижные лектории и театры. Например, передвижные лектории, это мы могли бы, у нас, конечно, дорога имеет сезонность, всего сезонная, Круглогодичных у нас нету дорог, поэтому в это короткое время хотя бы объехать спокойно все населенные пункты с лекциями. Да, было бы здорово. Было бы очень хорошо. Да, какой-то транспорт, может быть, именно вездеходы, чтобы дойти до любой точки вашего улуса. Да, если наши крупные организации нам пойдут навстречу нашим, скажем, не чаяниям, а просьбам, то я уверена, что да. Все у нас получится. Мы прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Мы продолжим. Мы продолжаем передачу «Якутск сегодня». Тема передачи «Трезвая Арктика». Спасибо гостям, мы вас очень удачно поймали. Наших гостей мы знаем, что вы приехали на очень важные события, которые вот буквально проводятся в эти дни. И, Нюргияна Егоровна, спасибо, что вы выделили время для нашей передачи. Вот расскажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали в Якутск? Наша цель, в общем, мы приехали на молодежный фестиваль Мусустар, очень актуальный. В этом году он проводится в 5-й раз, это юбилейный фестиваль. Устьянский район участвует в этом фестивале 3-й раз. Хочу отметить, что в 3-й раз наш район представил самое максимальное количество участников. Это более 38 молодых людей будут соревноваться в 12 треках. Обязательно из них 10 треков. И наши молодые люди имеют волю и желание победить. Настроены мы очень позитивно, и все готовы, работа проведена большая, и надежда есть. Я уверена, что и даже вот по итогам на сегодняшний день мы прилетели вот 14 марта в пятницу, у нас уже есть победы. И я бы хотела поблагодарить наших парней, ребят молодых, которые заняли 2-е место в диджитал-футболе. Буквально вот это мы узнали вчера. Соревнования проходили 2 дня в Дохсуне. Ну вот такие наши молодцы, и мы просто очень рады. От всей души поздравляю Никифорова Евгения Евгеньевича, в его лице всю команду наших ребят, футболистов. Это неслыханно. Вот они занимаются 3-й год диджитал-футболом. И вот, представляете, они на 2-м месте серебро. Это 1-е место Якутск, после Якутска Устьянский район. Вообще, и 3-е место Чурапчинский район. Молодцы. Это вообще очень большой серьезная успех. Подготовка. Очень большой успех. Также у нас наши молодые педагоги, педагог молодая Слепцова Анна Владимировна, вошли в десятку лучших по треку «Архитон». Но это касаемо архитектуры, дизайн-проектов. Вот. И мы тоже очень рады, что из 17 подавших самозаявку в десятку тоже вошли наши устьянские. И у нас еще немало таких успехов. Это вот только в эти дни, все сейчас идет. Это очень, не один день треки проходят, поэтому завершение Мусустар будет 22-го, да? 22-го в Триумфе. И, конечно, мы все ожидаем, мы все хотим победить. Ну, конечно. Да. Здорово. И то, что вот в таком большом составом вы приехали, это говорит о том, что очень хорошо поставлено, видимо, еще такое дополнительное образование у детей, да, как вот спортивные секции, досуг организован у школьников. Ну, это здорово. Да, у нас действительно, если даже наши молодые ребята, девушки сами, вот, допустим, в районе, да, допустим, занимаются спортом, то наши выходцы, уроженцы нашего района Устьянского, они по разным причинам здесь либо студенты, либо работают, но никогда не забывают свой родной улус, и это очень отрадно. И поддерживают. И берет гордость за них, за то, что наше молодое поколение все-таки
не оторвался от корней. Не оторвался от корней, да, и все-таки наши устьянские сильные, и сила духа, и северный дух. Да, все-таки вот закаленность наша, она все равно спокойно не остается. То есть наши выходцы всегда дают знать о себе только с хорошей стороны. Это очень радует. Да. Что у нас такое поколение. Это здорово, что вы гордитесь вот своим молодым поколением. Это здорово. Ну, еще знаю, что параллельно идет другое такое важное мероприятие. Вот тоже расскажите про слет оленеводов. Да, про слет оленеводов. Да, это в эти дни буквально завтра начинается слет оленеводов, в котором будут участвовать наши представители Улуса, наша оленеводческая династия, Сергей Кимович Филиппов будет непосредственно участвовать в этом слете оленеводов. Это у нас традиционно проходит, но у нас, мы же славимся оленеводами, на самом деле у нас самое высокое поголовье оленей, это 33 тысячи голов. Представляете, мы на первом месте. По республике, да, по богатые наличию, да, очень богатые, и уже имеем, как сказать-то, имеем возможность отдавать оленей, то есть уже практику вошло, уже вот в прошлом году, позапрошлом году другие районы у нас, да, берут оленей, потому что у них нехватка, поэтому, то есть в этом тоже деле у нас получается, мы тоже на первом месте наши. Да, вот это северные. же какой труд, да, это какой это труд, вот такой, труд. да, это колоссальный труд. Но это вот северный характер. Да, да, Анастасия Дмитриевна, а сегодня вот буквально в первой половине дня у нас мы посетили с делегацией непосредственно с лидером молодежи, с молодым специалистом. Ассоциация полярников, она провела мероприятие, программа «Дни Арктики». И вот мы принимали участие буквально до обеда. Очень интересное мероприятие прошло. Все 13 северных арктических районов принимали участие. И было очень интересно послушать молодежь. Вот, и очень много каждый день мероприятий. Вот, и мы рады, что, конечно, в череде этих мероприятий вы смогли нас пригласить и вы принять участие из таких мероприятий. Спасибо вам за это огромное. Ну, смотрите, сколько много важных дел, да, и такая активность, это очень радует. Вот у меня вопрос к молодежи, да, Константин. Вот как вы любите отдыхать? Все-таки север, Арктика, это практически 9 месяцев зимы. Вот как вы любите отдыхать? Ну, это, конечно же, катание на лыжах, сноубордах, также катание на коньках. Но мне очень бы хотелось, так как мы живем в довольно гористой местности, и у нас довольно много склонов, но эти склоны не особо подготовлены для катания на том же самом сноуборде. И, конечно же, хотелось бы то, что проводилась эта практика, чтобы молодежь больше завлекала сноубординг, катание на лыжах, потому что 9 месяцев зимы дает о себе знать, конечно же. 9 месяцев снега, да? И вот что вот это удивительное природное явление, весна длится 2 недели, потом сразу наступает лето, это Арктика. Но очень хорошо, что есть такое желание. Тут как раз можно и пожелание вот это передать и вот этим компаниям, да, которые могли бы оборудовать действительно вот, склон для занятий спортом. Так, хорошо. Да, я бы хотела добавить, что вот буквально позавчера приехали туристы частные в депутатский, встретили наши с управления, с Дома культуры «Металлург». Это экстремалы, как раз-таки они занимаются сноубордом, но они нашли точку, место, скажем, да, место притяжения, Сейлык, вот рядом. Там же очень тоже интересные места, да, есть. Крутой склон, да, именно. Там, нет, они, да,
катаются на сногу. Люди приезжают из Кататься. Москвы, из Московской области. Вот, да, представляете, из да. такого далека. Им экстрим нужен. Им нужен Да, экстрим, им нужна экстремалы. природа, да. Это то, что как раз привлекает в Арктике, да, вот это природная, вот это, как сказать, чистота. Чистота и в то же время экстремальность. Вот это привлекает очень многих. И вот поток. Где люди еще не были, да? Да, значит, все-таки инфраструктуру надо создавать, да, соответственно, чтобы привлекать туристов. Да, так что, в общем-то, работы много. Работы много. Понятно. Александр Алексеевич, вот вы сказали, что с молодежью в школах очень такая активная работа проводится именно по пропаганде здорового образа жизни, в том числе трезвости, да? Вот конкретно какие мероприятия проводятся и что вот молодежь с интересом воспринимает? Что именно? Какой формат работы? У нас в школе очень часто проводятся классные часы на эту тему, на тему ЗОЖ, здоровый образ жизни. Разговоры о важном. Мы всегда зовем гостей с разных органов, с полиции, с Росгвардии, с больницы приезжают, рассказывают нам, ну, то есть детям, что такое ЗОЖ, что такое здоровый образ жизни. У нас школа, получается, очень поддерживает детей, то есть во всех смыслах очень часто отправляют в Якутск на соревнования, на фестивали. По проекту мы вот защитились Костей на шаг в будущем и Нике Ахарды. Сейчас после Мусустар летим в Москву защищать республику, не только район. Защищать. А с какой темой? У нас мода и дизайн. Ну-ка расскажи, Костя, что там? У меня проект на тему развития концепции собственного бренда одежды Task. Так. Я хочу в дальнейшем, конечно же, реализовать эту свою мечту, чтобы о Таске узнали не только люди из Республики Саха-Якутия, но и, конечно же, по всей России, но и дальше, конечно же, по всему миру. Мы, получается, делаем повседневную одежду, тем самым заманивая к себе молодежь, так сказать. И, конечно же, наша одежда еще совмещает в себе якутский национальный колорит. То есть мы хотим поддерживать молодежь и сохранить какие-то традиционные, да, вот эти элементы. моменты. В каждой одежде у нас есть детальки из бивня мамонта, то, что уже подчеркивают. Ну вот мамонт как раз это и на гребе, да, района. Таск — это бивень на английском. На английском? Да, на английском. Понятно. Да, очень интересно, и тем более на такой высокий уровень, да, ну молодцы, это, конечно, тоже стоит больших трудов, да, и креатива, молодцы. А какие еще есть увлечения у молодежи, вот такие, как у вас, например? Что в моде еще у молодежи? Какие тренды? В моде у молодежи? Ну, я думаю, то, что это, конечно же, они следят за новыми трендами, так сказать. Конечно же, это одежда. Также это, я думаю, спорт. Тот же самый футбол, волейбол, баскетбол. Да, вот в школе мы каждую неделю собираемся. Там занятия по волейболу каждый день. Ну, это здорово, что есть где возможность собираться, и это здорово, что школа идет навстречу, да, таким мероприятиям, потому что надо давать возможность молодежи встречаться где-то. И действительно, вот этот досуговый центр подростковый, да, или молодежный, он, конечно, был бы очень даже нужен. Ну, как диетолог я не могу обойти вниманием, конечно, питание северян. Да, знаю, есть большая проблема, есть проблема с северным завозом. Знаю, что в перечне 20 наименований продуктов питания. И как диетолог я вижу, что в основном это продукты глубокой промышленной переработки. К сожалению, это так, да. И когда я вот общалась с коллегами, которые разъезжают по Арктике, это вот арктическая бригада, медицинская бригада, я говорю, ну как там детишки, как у них с весом, как с физическим развитием? К сожалению, они констатируют, что каждый второй ребенок имеет избыточную массу тела.
И из тех, что остается половина, каждый четвертый имеет дефицит массы тела, да. То есть это говорит о том, что, в общем-то, с питанием тоже есть большие проблемы. И при этом говорят, что родители жалуются, что они не могут заставить своих детей кушать мясо и оленину. Вот в этом и проблема. И, конечно, вот работу просветительскую надо проводить и в этом направлении, да, просвещение в вопросах здорового питания, потому что, Арктика — это кладовая витаминов, это просто вот кладезь всего ценного, хорошего, что есть. И почему наши дети не едят рыбу и оленину? Да потому что они на переработанных продуктах, где очень много добавленного сахара, и буквально 6 месяцев ребенок привыкает, у него рецепторы привыкают к этой сладкой еде. И после этого, конечно, вот эти пюрешки, детское питание, порошковые каши, они все сладенькие. И после этого ребенок уже не хочет брать пресную, натуральную, природную еду. Поэтому нам надо возвращаться к истокам. Надо прикармливать детей нашими традиционными продуктами, да, олениной, рыбой. Это буквально 7-8 месяцев можно уже ребенку давать. И наши ягоды. Такой только ягоды нет, не растет у нас в Арктике. Вот по поводу питания хотела спросить у Александра Алексеевича, как все-таки обстоят дела в школьной столовой? Как у вас с меню? С меню школьной столовой у нас все даже очень хорошо. Угу. Там есть продукты, именно мясо, рыба в изобилии? Все есть. Все есть. С понедельника у нас получается по пятницу очень, как даже сказать. У тебя есть какие-нибудь отрицательные комментарии к нашей столовой? Да, меню нравится школы? Да, конечно, нравится. Оно довольно разнообразное, вкусное. Мне все нравится, в принципе. Да? Да. Но ты рыбу там выбираешь, оленину берешь? Да, конечно. Или там получается такой, обед комплексный, или есть все-таки возможность выбора? Там обед комплексный, всем дается один... Второе блюдо, наверное, да? Первое, второе, да. Первое и второе блюдо. То есть выбора нет, но всегда все вкусно было. Хорошо. Поэтому, да, эта просветительская работа, она должна быть направлена по всем видам образа жизни, компонентам образа жизни, да, это трезвость, конечно, да, это физическая активность, и меня очень обрадовали, что, оказывается, очень такой активный отдых у молодежи есть, да, и это, конечно, и питание. И подводя итог, все-таки мы приходим к мысли, что будущее Арктики – это синтез традиций и новых технологий, где трезвость – это основа, а экология и культура – это уже важные составляющие.